Говорим о культуре в рамках программы «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения. Наш гость сегодня Ольга Казакова, координатор федерального проекта партии «Единая Россия. Культура Малой Родины», первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре. Ольга Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас видеть здесь, в Уфе. Вы приняли участие в форуме «Арт-Курултай», посвященной культуре. Главные заявления, на ваш взгляд, какие прозвучали? И что интересного вы услышали, увидели? Спасибо большое, что вы меня пригласили. Спасибо за этот разговор. Самое главное, форум очень содержательный, потому что вот вы спросили, какие сегодня предложения прозвучали. Вы знаете, от Республики Башкортостан всегда звучат достаточно такие важные, веские предложения, которые мы потом распространяем как пилот на все регионы. И это очень ценно, что у нас здесь есть как раз те районы, села, непосредственно те люди, которые работают, трудятся в учреждениях культуры, которые могут вот своим новаторством, своим напором что-то продвигать, давать нам предложения на наших площадках, и потом они расходятся. Вот, к примеру, предложение, связанное с земским работником культуры. То, что Башкортостан сегодня берет на себя ответственность запустить эту программу внутри региона, пока она еще не заработала на федеральном уровне, на всю Россию, это большая ценность, потому что нам нужно посмотреть, на какой эффект это принесет. Действительно ли это решит проблему специалистов в сельских домах культуры? Действительно ли поедут ребята из городов работать в село? Хватит ли им тех финансовых механизмов, той финансовой поддержки, о которой сегодня речь идет внутри республики? И мы посмотрим, проанализируем. Это большая смелость взять на себя вот такой вот пилот, посмотреть, как это работает, а потом сказать, насколько это получилось, а если не получилось, что нужно где-то подкорректировать. Здесь я вижу такую, знаете, очень хорошую, честную историю. То есть это не просто те вещи, которые мы берем и уже делаем, там уже готовое что-то взяли и сделали. То, что уже идет, то, что давно работает, это хорошо. В это тоже нужно включаться. И республика активно участвует в проекте «Культура Малой Родины», в тех уже наработках, которые есть, в утвержденных направлениях. Но взять на себя вот такое новаторство, я еще раз говорю, это большая смелость и невероятная ответственность. Вот те, кто не пробовал делать что-то новое, только они могут это не понимать. А те, кто сталкивался с запуском какого-то проекта, механизма, поймут, о чем я говорю. И, конечно, у нас здесь очень сильный координатор проекта в Республике Башкортостан, Айкулова Эльвира Ринатовна, которая эту работу двигает, ведет на протяжении всей реализации проекта. И здесь очень хороший общественный совет. История, культура, знания, корни. Вот в этом корне, вот здесь, в Республике Башкортостан, очень бережно к этому относятся. Поэтому вот и фестиваль всероссийский, всемирный, и здесь сколько всероссийских площадок. Мы, кстати, и съезд сельских домов культуры, первый был регион, где мы в регионе провели. Сначала мы провели в Москве первый съезд, и дальше нам нужно было выбрать регион, который точно хорошо отработает, проведет эту площадку. И мы выбрали тогда Башкортостан и не ошиблись. Это была отличная история, и все, что связано с сельскими домами культуры, и потом приобретение мобильных центров наших передвижных, мы как раз здесь обсуждали. И какие-то новые вещи, которые мы включали в программу, они тоже здесь были. Вот сегодня прозвучало предложение, например, провести конкурс «Агитбригад». То есть творческих коллективов непрофессиональных, которые сегодня пользуются как раз нашими передвижными культурными центрами. Хорошая, прекрасная идея. У многих это прям такую ностальгию понятную вызвало. Никому не нужно объяснять. Она просто... Это называется «Агитбригада». Это раньше так называлось. Конечно, она сегодня уже ни за что не агитирует, она агитирует, ну не знаю, за счастье. Ну, то есть люди приезжают, это молодежные в основном коллективы, которые приезжают и просто могут там игру КВН показать, или свое творчество вокальное, или хореографический коллектив может использовать вот эту вот сцену, поскольку у вас есть районы, в которых действительно достаточно много населенных пунктов. Сегодня вот было выступление от района, где 100 населенных пунктов, и, конечно, это нужно объехать всю территорию, и будет здорово, если мы такой конкурс «Агитбригад» проведем как раз здесь, потому что это
прям тема сразу стала обсуждаться. Все ухватились за эту тему, давайте, потому что это такая очень живая, понятная, интересная, очень полезная тема. Вот. Говорили опять о том, что нужно дать театрам возможность приобретать грузовой транспорт для того, чтобы перевозить декорации. Сегодня театры могут приобретать транспорт пассажирский, ну и такой небольшой груз перевозить. Но мы пока этой темой занимаемся с Министерством культуры Российской Федерации, конечно, будем это прорабатывать. Но опять же, о кадрах очень много было. И очень много было о том опыте, который накоплен, который есть. И мне очень нравится, что в Республике Башкортостан, вот начиная от первого лица республики и доходя до самых наших представителей творческих коллективов, все очень ценят ту работу, которая есть, и ценят друг друга, и достижения друг друга. Вот сегодня ребята, студенты, которые представляют республику в московских вузах, как их приветствовали, как радовались, что у них получается, что они, возможно, вернутся, возможно, кто-то там пойдет по звездной дорожке выше, и я тоже думаю, что здесь будут радоваться. Поэтому вот это такое общее признание и уважение достижений, побед, больших и маленьких друг друга, я считаю, что это очень важно. Это вообще сила для тех людей, которые здесь проживают, они чувствуют эту поддержку, и это дорогого стоит, потому что Республика Башкортостан для нас является таким лидером, одним из лидеров в нашем проекте «Культура малой Родины». Потому что делаете хорошо, делаете на совесть, делаете, чтобы людям нравилось. А это ведь сейчас основная задача, которую ставит президент – улучшение комфортной жизни для людей. Чтобы люди это почувствовали, чтобы люди увидели, как работают федеральные проекты, национальные проекты. Вот она рядом появилась библиотека. Вот она музыкальная школа отремонтированная. Да? Вот рядом появился Дом культуры, в котором новое оборудование. И тогда понятно, каким образом живет вообще страна, как распределяется федеральное финансирование на регионы. Ольга Михайловна, 2 события в Уфе в один день. Это 50 дней до начала Всемирной фольклориады, который пройдет в Башкортостане с 3 по 10 июля этого года. И вот форум «Арт-Курултай». Как вы считаете, какой эффект в целом для культуры России и для национальных республик это может возыметь? Вообще нельзя переоценить этот эффект, потому что это будет просто словами, если мы скажем, что эффект огромный, эффект большой. Это же очень долгоиграющая такая история. Самое главное, что это не одномоментный эффект. Это, во-первых, создание каких-то дружеских связей через культурную такую силу. Вот знаете, тут даже слово «сила», оно вроде подходит, потому что очень сильное, мощное такое. И с другой стороны, это такой культурный мостик. Во-первых, между странами. Вот как бы сейчас ситуация ни складывалась, мы на культурной площадке работаем вместе, чувствуем вместе, об одном плачем, над одним смеемся, одним и тем же вещам радуемся. И это возможности, которые на долгие годы, которые потом для наших детей, для наших внуков. То есть это огромный эффект не только для республики, для страны в целом, да вообще для культуры мира, потому что сейчас возможность где-то выезжать и что-то делать совместно, они очень ограничены в связи с пандемией и другими политическими событиями, там в мире вообще. Поэтому это большая ценность. Это ценность, которая долговременного характера на века. Спасибо вам большое, что вы нашли в плотном графике время для того, чтобы принять участие в программе «Интервью». Будем ждать вас снова. Спасибо вам за хорошие новости. Спасибо. Гостем программы «Интервью» в эфире БСТ была Ольга Казакова, координатор федерального проекта партии «Единая Россия. Культура малой Родины», первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.